Я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в лицо мое закинутое бьет. Спасибо. Дорогие друзья, 80-летие Победы – это особенный год, он наполнен огромным количеством мероприятий, и мы в стенах университета храним историю и хотим, чтобы эта история в сердцах наших дорогих обучающихся, которых мы пригласили в этот зал, она сохранялась, чтобы наши дорогие студенты могли эту историю передавать уже своим семьям, своим детям. Должны приложить все усилия, чтобы такое никогда не повторилось. Чтобы никто не испытал в нашей жизни то, что дала эта война. И поэтому сегодня мы вас чтим. Мы чтим память, кто не с нами сегодня. Мы чтим, кто с нами. Мы горды, мы преклоняемся перед вами. Мы все в долгу перед вами. Спасибо вам большое. Слова благодарности поколению, которое приняло на себя этот удар, выстояло. Ну и отдельно, поскольку я представляю посольство Российской Федерации, слова благодарности Кыргызстану и его народу. Вот уважаемая Гуля Фаткуловна упомянула Токтагун Алтыбасарову. Но ведь действительно это не единичный случай, это символ скорее того, как распахнул двери братский кыргызский народ для детей, для эвакуированных предприятий, для госпиталей. Спасибо. Наш город пережил страшнейшую катастрофу, которая еще много лет давала свои плоды, потому что, тут, как уже было сказано, погибло огромное количество ленинградцев, множество людей потеряли свое здоровье и до сих пор пытаются его восстановить. Это те дети, которые родились в блокадном Ленинграде. Мы дважды в год принимаем тех блокадников, которые не живут в Ленинграде, и вот в частности из Кыргызстана. 8 сентября. Особая незаживающая рана в истории. Ровно 84 года назад вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. Начались 900 дней невыносимых страданий, голода, холода и мужества, которое сложно даже представить.